مصطفى عفولي ودو إيراس حنت تشيبين أرمين بودري ما بيحمي حبا يالر سأقصحتي وحاجوا وما يالر صدقاء تشاشر أس تليفون حتوه كيوك. Хава Хутиева и подумать не могла, что в этот вечер видит сына живым в последний раз. Мустафа только вернулся с работы, как ему позвонили и в срочном порядке снова вызвали на службу. В это время на улице уже были слышны выстрелы. Тогда молодой человек, не теряя ни секунды, бросился на подмогу товарищам. يا راس فولي ودو أقار أتت كاجدي منو تادي دقوق تتحقلش استتحج جوهلج لا تجدر تقير يلر صدق وانا يا راس أهونك Мустафа успел доехать до центра Назрани, когда его остановили люди в камуфляжной форме на проверку документов. Сотрудник ФСБ Хутиев заметил, как один из них напал на другого молодого человека. Мустафа попытался остановить нападавших, но силы оказались неравны. После огнестрельных ранений, несовместимых с жизнью, Мустафа погибает, выкупив чужую жизнь собственной. Руслан Хамчиев также погиб от рук бандитов. Мать похоронила единственного сына. В тот вечер, только вернувшись, Руслан снова собрался на работу. Мать не хотела его отпускать, словно чувствовала, что больше не увидит. تايو يا تاقيو وقت يقطعتي خشي يقولون فتيما يا قوش فيها يعني فيها سوق دار غيت مو بيالرشت كل جاي خير Автоматные очереди и выстрелы из гранатометов не смолкали до рассвета. Родственники Руслана тревожились, пытались дозвониться до него, но связи не было. Двоюродный брат Руслана вспоминает, прежде чем прервалась связь, людям из разных населенных пунктов удалось обменяться скудной информацией. На республику напали. Идет бой. Наверняка есть убитые. ده دوات دوي فود مال تاج عشتو خو يعني عشتو بدون شو تاع عبيشنا ويتي يعني ذا نسكو قج لوزي خالص مديت تجرت اشتهم خد ذات ساعة اشتهم خلي شو ذات حاجة هذا اللي عشتو بدون شو يزيد عشموا عشموا تلهون يتشعوا دا يودرتين حية تتصل تلهون. Когда просыпаюсь, у меня перед глазами он стоит и ночью, и днем. Даже ни секунду нету, у меня перед глазами его нету. Он для меня живой сейчас. С момента смерти сына Аси Нальгиевой прошло уже 16 лет, но время не лечит раны и боль не утихает. В один миг она потеряла все. Гирихан Нальгиев душой болел за свой народ. Здесь, на этой аллее, 400 деревьев, и каждый из них носит имя сотрудника правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. Ася сразу же находит родное имя, говорит, это дерево – половинка ее сына. Человек был очень добрый, хороший. Я даже соседи сейчас так, как сегодня его вспоминают. Был хороший человек. В ту ночь бандгруппа Шамиля Басаева расстреливала всех сотрудников, кто попадался на их пути, но преступники не остались безнаказанными. В 2006 году Шамиль Басаев, планируя еще один теракт, направлялся в Назрань. Неподалеку от села Икажево в ходе спецоперации бандит был уничтожен. Тяжелый рок вернулся к нему бумерангом именно там, где он пролил кровь нескольких десятков ингушей. Десятки семей, оставшиеся без отцов, братьев, мужей, сыновей, 98 жизней, теперь не рядом, не живые, но герои для всей своей маленькой родины. Хорошо понимая, что происходит и что наверняка идут на верную гибель, ни один из них не сделал даже шага назад. Вся республика в одну ночь погрузилась в траур. Молодые, амбициозные, любящие жизнь, родных, друзей и свою работу. Эти истории – память и неугасающая боль от тех, кто выполнил свой служебный долг ценой жизни. И в наших силах хранить память о людях, шагнувших в бессмертие и ставших примером для подражания. Зелимхан Калоев, Новости 24.